Испытано на себе. Друзья, всем привет! Вы на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я нахожусь в снежном городе Новосибирск. И более того, я нахожусь около здания, где тренируется и тренирует многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Алексеевич Федосиенко. Давайте зайдем вовнутрь и познакомимся. Я пришел в пауэрлифтинг в 15 лет, совершенно случайно зашел в тренажерный зал в рабочем поселке Краснозерское, это 300 километров от города Новосибирска. И увидел, как ребята поднимают штангу, что-то там, то есть я не представлял, что это такое. Это были те времена, когда ни интернета, ничего еще не было, это только все начиналось. И о пауэрлифтинге мы узнавали из каких-то вырезок, из газет, из журналов, там каких-то фотографий из журналов, даже не самих журналов. Вот. Но как-то сразу мне понравился этот вид спорта, ну, наверное, потому что сразу начало получаться. То есть, когда получается, это и интересно, и результат сразу растет, и, конечно, тогда большое желание появляется тренироваться. А если ты во что-то уперся сразу, и у тебя не выходит, конечно, многие уходят сразу в какой-то другой вид спорта. Со мной пришел человек 20 одновременно, ну и через год уже остался я один. По большому счету, то есть все разбежались. То есть вы остались один? Ну, не один в тренажерном зале, а те, кто пришел. Те, кто пришел одновременно со мной, это ж как раньше было. Весь класс приходит в какую-то секцию, единицы остаются, следующие на другую, на футбол ушли. Там один остался, на волейбол пошли. Ну, и у меня как-то получилось сразу, что я пришел вот в пауэрлифтинг и там остался. И уже там 24 года. А какая была самая первая победа, которая вам запомнилась и после которой вы решили точно заниматься пауэрлифтингом? Ну, решил заниматься точно это еще до победы. Вот. А победа – это первый чемпионат Европы. Это 2003 год в Болгарии. Я выиграл у тогдашнего 8-кратного чемпиона мира, поляка Анджея Станашко, всего 2,5 килограмма. Это был мой первый выезд за взрослую сборную, будучи юниором еще. И вот ни до, ни после такого маленького преимущества над вторым местом у меня не было. То есть все время я дальше и до этого, и после этого я выигрывал с гораздо большим преимуществом. А как вы думаете, в чем секрет? В чем кроется секрет? Ну, в первую очередь нужно любить это дело, да, не думать о каких-то рекордах, еще о чем-то. Просто я иду и на работу, и на тренировку, а работаю я как бы тренером в основном. То есть как на праздник, то есть мне это очень нравится, и меня вот поражает, люди говорят, вот завтра на работу идти. Я говорю, а мне завтра на работу, я как бы радуюсь тому, что я делаю. Профессионально заниматься пауэрлифтингом, как отнеслись к этому ваши близкие? Да у меня вообще не было ни одного случая, наверное, когда мне говорили о том, что да нет, это тебе не нужно, там, это тяжело. То есть меня всегда все поддерживали. То есть это и родители, и друзья, и ну, все вокруг. А тем более, когда видят результат, то, что получается, ну, конечно, поддержка еще больше. А скажите, ваши советы, может быть, начинающим пауэрлифтерам?
с высоты вашей тренерской работы, с вашего опыта, вот, какие вот распространенные ошибки могут избежать? Ну, основная ошибка – это попасть в хорошие руки, то есть к хорошему тренеру. Это основное правило. И не тратить свое время драгоценное, а так как у спортсмена век в основном короткий, и если ты потратишь его не в том месте, где ты должен находиться, это, конечно, будет печально. Вот. Ошибка основная еще начинающих атлетов, они всегда гонятся за весами. То есть они приходят, и им интересно поднимать больше. Но это естественное желание, и здесь основная задача тренера – это вовремя остановить спортсмена и сказать ему, что вот сегодня ты должен сделать вот это и не больше того. И большое влияние уделять технике, потому что изначально технику, если поставишь хорошую, дальше прибавлять гораздо проще, чем исправлять ошибки по ходу. И можете рассказать про вашу школу, в которой вы находитесь? Это спортивный комплекс Аграрного университета. Я сам закончил его 16 лет назад. И с 2005 года у меня здесь как бы спортивный клуб. Я тренирую и студентов, и не студентов. В данный момент в этом зале тренируются 6 членов сборной команды России. То есть это достаточно весомая такая часть от всей сборной страны. Бывают времена, когда здесь тренируются до 80 человек в день. То есть и это не просто случайные люди, это все спортсмены, соревнующиеся, которые выступают на соревнованиях различного уровня. От чемпионата области до чемпионата мира. Ну, основа пауэрлифтинга – это 3 упражнения. Это приседание со штангой, жим лежа и тяга. Вот вокруг этих 3 упражнений у нас все тренировки и, так скажем, двигаются в различных вариациях. И это наверное, 85-90% времени мы уделяем вот только этим упражнениям. И 10-15% – это различные вспомогательные упражнения, которые уже позволяют проработать какие-то мелкие группы мышц. А сегодня какие вы упражнения делали? Сегодня я выполнял тягу становую. Это 3-е упражнение в пауэрлифтинге. Как говорят, самое важное, оно завершающее. И уже весь расклад виден после 2 упражнений. И у кого как бы тяга хорошая, да, у него шансы гораздо выше выиграть, чем, скажем, предыдущие 2 упражнения. Вот. И выполнял жим лежа. Это 2-е упражнение в пауэрлифтинге. Ну, Я на становой запутался в блинах. Какой был вес там? 230 – это вполне рабочий вес, это 75% от максимума, поэтому по 5 раз я им работал сегодня. А здесь 210, да. Но 210 – это уже для меня приличный результат. Это, в принципе, мой практически тренировочный рекорд, а соревновательный рекорд 206. Это на данный момент мировой рекорд в жиме лежа.
и обязательно занимались этим видом спорта. Основная причина, что у нас очень такой спорт долгожителей. То есть можно прийти в 15 лет и до 50 лет не только тренироваться, а еще успешно выступать. И этому есть большие примеры, когда там в 46-47 лет спортсмены устанавливают мировые рекорды и завоевывают звание чемпионов мира. Ну и тем более он у нас... То есть вы можете просто стать сильнее и красивее как человек, поэтому всех приглашаю. Сергей Федосиенко, испытано на себе. Испытано на себе.